Проведение единого госэкзамена на высшем уровне – главное достижение регионального Минобра в 2017 году. По словам министра образования Юсупа Костоева, максимальная объективность и честность во время сдачи ЕГЭ были достигнуты благодаря высокой организации проведения ЕГЭ, а также введению новых технологий, в том числе видеонаблюдения и онлайн-трансляции экзамена, а также печати КИМов непосредственно в пунктах сдачи ЕГЭ. В прошлом году почти половина пунктов проведения экзамена впервые были оснащены IP-камерами, позволяющими охватить всю аудиторию, и системой подавления сигналов. Это, по словам министра, позволило исключить несанкционированный доступ к материалам. На основной этап проведения ЕГЭ было зарегистрировано 2610 участников. Если говорить о результатах экзамена, то и здесь наблюдается положительная динамика. В 2017 году увеличился средний балл результатов экзаменов по обязательным предметам. Русский язык – 52 балла. В 2016 году эта цифра составляет 51 балл. И математика профильный уровень 34 балла, на 2 балла выше, чем в 2016 году. Показатели по отдельным предметам говорят о том, что наблюдается положительная динамика, но работу нам следует продолжать. У нас еще состоится ряд совещаний и общереспубликанское родительское собрание, на котором мы все эти вопросы будем освещать. Если понятие трехсменка для жителей нашей республики осталось в прошлом, то двусменку пока еще не удалось ликвидировать. Но работа в этом направлении продолжается, сообщает Минобр. На данный момент в регионе 123 общеобразовательных учреждения, 53 из которых функционируют в одну смену, а 70 в две. Строительство в 2017 году 9 новых школ не только создаст дополнительных 7380 ученических мест в новом учебном году, но и увеличит количество школ, работающих в одну смену, с 53 до 59. Если говорить о дошкольном образовании, то в прошлом году были созданы дополнительные 842 места для детей от 3 до 7 лет. В 2018-2020 годах планируется ввести 3590 дополнительных мест, в том числе 2600 мест за счет строительства 12 новых организаций дошкольного образования в рамках федеральных целевых программ. В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ФГОС-ДО во всех детских садах создана нормативно-правовая база деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС. Проведена работа по повышению квалификации для педагогических работников. Обучено 970 педагогических работников, в том числе 50 человек повысили квалификацию в ИПК. Многое сделано и в рамках программы «Доступная среда». В прошлом году в 9 образовательных организациях республики были созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году планируется охватить еще 7 учреждений. Вице-премьер республики положительно оценил работу, проведенную министерством. В свою очередь, представители Минобра Института повышения квалификации поинтересовались у вице-премьера, какие изменения в сфере образования планируются правительством региона и стоит ли ждать увеличения заработной платы педагогам. То, что касается нормативного регулирования, то все соответствовало, все отталкивалось от минимального размера оплаты труда, и все, что дифференцировано, это задача Министерства образования. Я думаю, что вы это сделали, не проблема. Вообще планируется? Конечно, разумеется, конечно. Снижение показателя численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – еще одно достижение 2017 года. На сегодняшний день почти 1000 детей переданы в семьи. Многие из них были обеспечены жильем. В целом, работу, проведенную в прошлом году, министр образования расценивает как удовлетворительную. На мой взгляд, мы еще недостаточно, как мне кажется, достигли высокого уровня качества образования наших детей. Но мы над этим работаем, хотя сдвиги в положительную сторону, положительная динамика видна, но нас это не устраивает, мы на этом не успокаиваемся, и в дальнейшем будем работать в первую очередь 2018 и последующие годы. Для нас это самое главное, это качество образования и качество преподавания, постоянное повышение уровня компетенции наших учителей. Одной из главных проблем по-прежнему остается нехватка мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также отсутствие условий для внедрения ФГОС и республиканской системы оценки качества образования. Над этим и будет работать Минобр в 2018 году. Амина Бокова, Гапур Чехкиев, Новости 24.